Если ты хочешь в жизни чего-то добиться, работай всегда на час, на 2 часа больше, чем тебе положено. Пополнение кадрового резерва и перспективы профессионального роста. В постпредстве прошла встреча Юнусбека Евкурова с госслужащими. Если за это время ситуация в селе в корне не поменяется, газовики обещают прибегнуть к крайним мерам. Многомиллионный долг за газ и свет. К злостным неплательщикам коммунальных платежей будут приняты крайние меры. Если почва быстро высохнет, значит, дерево не приживется. Сотрудники комитета лесного хозяйства сажают ясень на Сунжинском хребте. Социальные пенсии – это пенсии по инвалидности 1, 2, 3 группы, получатели которых не работали. Пенсия вырастет на 3%. С 1 апреля в стране планируется очередная индексация социальных пенсий. Это чисто мужской танец. Все состоит из грубых, сложных движений, характерных. Их танец «Душа народа». Ансамбль «Магаз» готовится к гастролям по Краснодарскому краю. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с представителями ингушской общины, которые работают в различных учреждениях федеральных органов власти столицы. Мероприятие, на котором также присутствовали депутаты Госдумы и члены Федерального собрания от Республики Ингушетия, прошло в здании постпредства Ингушетии в Москве. Подробности у Светланы Томовой. За круглым столом участники встречи обсудили аспекты подготовки ингушской молодежи для работы в федеральных министерствах и ведомствах, положительные и отрицательные стороны современного обучения в школах и вузах, а также вопросы религии и истории. Глава Ингушетии подчеркнул, что слухи, которые ходят среди молодежи о том, что в республике, чтобы устроиться на работу, необходимо дать взятку, нигде не подтверждены. Никаких фактов по этому поводу выявлено не было. Назови меня под одну фамилию, просто одну фамилию. Вот я сюда, прямо сейчас, я тебе даю слово даже совершенно того, что у тебя нет даже элементарного понимания своих обязанностей вообще по профилю образования. К чему учился, я не знаю, комиссия не закладывает. Назови меня, кто тебе сказал, дай взятку. А только молодежь молодая, 80% это просто наглая ложь, вранье, грибатыш. Вот постоянно надеялись. Слухи, сплетни, грибатыш. Юнусбек Евкуров отметил, что успехов можно добиться только в том случае, если приложить к этому усилия. Необходимо работать на несколько часов больше, чтобы получить желаемый результат. Но если нужна будет помощь, ребята всегда могут обратиться лично к нему, подчеркнул глава региона. Вы должны научиться в первую очередь тому, что вы сами себя сделали. Да, понятно, кто-то по просьбе родителей, кто-то еще по-то. Но вы работаете сегодня сами. Я так понимаю, что утром, вечером, в обед там ваши родители не приходят к вам, не помогают там документы подписывать. Вы же сами это все делаете. Куда решения принимаете, где согласовываете. Если ты хочешь в жизни чего-то добиться, работай всегда на час, на 2 часа больше, чем тебе положено. Поверь мне, ты всегда будешь на каком-то направлении. По крайней мере, десятки. Кроме того, на встрече было предложено создать группу в социальных сетях, в рамках которой представители ингушской общины, работающие в различных министерствах и ведомствах, могли бы обмениваться советами, опытом и контактами для поддержки ингушской молодежи. Если любой из вас на регулярной основе по вашему направлению подскажете нам, где мы упускаем, где мы должны подтянуться, что мы можем сделать, между нами получится регулярный контакт. В завершении встречи Юнусбек Евкуров отметил необходимость создания картотеки работников федеральных министерств и ведомств для формирования кадрового резерва. Светлана Томова, новости 24. Юнусбек Евкуров призвал население республики сообщать о всех замеченных нарушениях безопасности. Глава Ингушетии обратился к жителям с просьбой включиться в работу по мониторингу мест массового пребывания людей на предмет нарушений пожарной безопасности в помощь контролирующим органам. Трагедия, которая произошла в Кемерово, не оставила равнодушным никого. Все люди понимают,
что это не просто случайность, и, как сказал наш президент Владимир Путин, это преступная халатность. И для таких халатностей они и были, и, конечно, будут, к сожалению, но их можно минимизировать. Можно это делать разными способами. В республике по поручению генерального прокурора прокурор республики уже дал распоряжение, указания, в том числе контролирующим органам, особенно МЧС, проверить все места массового скопления, пребывания людей, и торговые центры, и другие площадки. Мы с прокурором республики эти вопросы все обсудили. В ближайшее время еще раз посмотрим, изучим, как более принципиально контролировать те проверочные мероприятия, которые проходят сейчас в республике. Мы знаем, что в республике есть так называемые родственные отношения, есть, конечно, и коррупционная составляющая, есть те, которые приходят с проверками и уходят оттуда, не замечая ярко выраженные недостатки, прикрываясь определенными там вещами, традициями, обычаями, еще чем-то, но не выполняя свои обязанности. Дорогие друзья, давайте все вместе, мы указали в Инстаграме адрес, куда можно скинуть информацию, давайте все вместе будем бороться с этим явлением. Давайте все вместе найдем недостатки, которые могут в последующем получить такой трагический результат на различных там местах пребывания людей. Это может быть и торговые центры, и рынки. Это, конечно, школы, и детские садики, и больницы, и общественный транспорт, в том числе, или газели, или автобусы. То есть там, где вы видите, что может быть угроза жизни людей, и власти где-то не дорабатывает, надзирающий орган не дорабатывает, давайте все это вместе сбросим вот на этот тот аккаунт, который мы вам дадим, и мы будем адресно в этом направлении работать. И еще просил бы, конечно, здесь участие принять большую часть и молодежи, и общественные организации, и другие организации, которые, да любой человек, которому не безразлична безопасность наших граждан, наших детей в первую очередь. Поэтому прошу правильно принять эти слова, этот посыл, и все вместе давайте попробуем минимизировать угрозу безопасности наших граждан. Направлять информацию может каждый житель республики на инстаграм-аккаунт администрации главы Республики Ингушетия «Админ главы». Чтобы выявить нарушения и исправить их, по распоряжению главы в регионе проводят проверки противопожарных систем безопасности. Очередь дошла до города воинской славы Малгобека. Сотрудники МЧС совместно с сотрудниками электросети, Горгаза и представителями городской администрации проверили торговые магазины, кафе и места массового скопления людей. В результате выявлен целый ряд нарушений. О них расскажет Тамерлан Хамхоев. Универсам по улице Нуродилова, возможно, действительно со смешными ценами, однако совсем не до смеха становится участникам рейда при первой же попытке обнаружить что-то хоть отдаленно напоминающее систему противопожарной безопасности. Продавцы на вопрос о ее наличии ответить не могут, но тут все ясно и без слов. По линии пожарной безопасности, вот сигнализация, первичные средства, инструкция, ничего у них нет. И на первом этаже, и на втором этаже. Да, какое-то предписание, что-то надо делать, да? Ну да, мы информацию направим. Сегодняшний рейд уже не первый и далеко не последний в череде мероприятий, направленных на улучшение системы противопожарной безопасности в республике. Город воинской славы инспекция, разумеется, не могла обойти стороной. Кафе, магазины, торговые павильоны и прочие места массового скопления людей подвергаются тщательной проверке. В составе инспекционной группы энергетики, сотрудники электросети и Горгаза, представители городской администрации и МЧС. На очереди следующая точка – так называемая московская ярмарка. А у вас вообще есть первичные средства пожаротушения? Пожарная сигнализация отсутствует у вас. Первичные средства пожаротушения. Это нам надо, когда Магомеду позвонить, с ним поговорить. Ну, Магомед, больница Волжья, это я лишь.
При попытке обнаружить котел отопления инспекционная группа натыкается на небольшую пристройку, сконструированную из легковоспламеняющихся материалов. Здесь также несколько вещей, похоже, планирующихся выставить на продажу. Магазин в магазине, как шутят собравшиеся. Так или иначе, эта матрешка незаконная. Соответствующее предписание выписано. Торговых точек в Малгобеке хоть отбавляй. В сумме получается немало нарушений. Нарушение требований пожарной безопасности. Статья 20.4, часть 1. Вот мы штрафуем, это на должностное лицо до 15 тысяч рублей, на юридическое лицо это до 200 тысяч рублей. Вот. На данный момент мы вот направим информацию в прокуратуру города Малгобек, обобщим все и после этого будем составлять как административный материал. На сегодняшней проверке мы, значит, акцент делаем для именно руководителям этих объектов на то, чтобы они понимали полноту ответственности, которую они несут за состояние именно пожарной безопасности, за состояние по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том плане, что каждый руководитель, он несет персональную ответственность. Следующим на очереди стало недавно открывшееся кафе, которое уже пользуется популярностью. Новость о том, что инспекционная группа будет проверять наличие огнетушителей и всего прочего, администраторы и сотрудники кафе воспринимают спокойно. Здесь соблюдают все правила. Вы нас инспектировали, мы все у вас узнавали, можете проверять. Однако при более детальном анализе и здесь не обошлось без замечаний. Система оповещения работает с небольшой неисправностью, и ее необходимо устранить, что и пообещали в заведении. Далее инспекционная группа направилась с проверкой в кафе «Канди». Здесь также к приезду незваных гостей не сказать, что готовы, однако все по правилам, как уверяют администраторы. Как чуть-чуть задымить, включить так, что мало не покажется. Да, везде он включен. По выявленным нарушениям уже выписаны предписания, ну а организаторы мероприятия в скором времени вновь выйдут на рейд. Тамерлан Хабхоев, Рахман Суров, Новости 24. В правила противопожарного режима МЧС России подготовила поправки. В частности, планируется вменить в обязанность руководителей организации обеспечивать содержание не только наружных пожарных, но и эвакуационных лестниц и не реже одного раза в 5 лет проводить их испытания. Также будет необходимо периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией. Помимо этого, нужно будет обеспечивать содержание ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии. Их очистку от снега в зимнее время. Кроме того, в правилах планируется закрепить обязанность граждан соблюдать в быту меры предосторожности при курении, использовании открытого огня в жилых помещениях, а также в местах общего пользования. Поводом для ужесточения правил стал крупный пожар в торговом центре в Кемерово. Посетители торгового центра «Зимняя вишня» по предварительным данным не сумели воспользоваться эвакуационным лестницами, потому что ведущие к ним двери были закрыты. Более 100 миллионов рублей долга за свет и газ, высокий процент задолженности по коммунальным платежам и нежелание платить за потребленные ресурсы. Такая ситуация сложилась в селе Икажево, и это стало поводом встречи властей с местными жителями. Репортаж Хади Добриевой. Эта встреча с жителями Икажева – еще одна попытка властей достучаться до неплательщиков. Долг за голубое топливо в селе без малого составляет 50 миллионов. И это считают только с мая прошлого года, когда создали новую компанию поставщика. Если за этот неполный год ежемесячные показатели по платежам еще держались отметки 20%, то за последние месяцы не достигли даже 7%. Месяца газ вагич. Да, антиштич. Видимо, 6,9% я говорю, процент. Ваши дают 10%. Даже на 5 минут, если отключить газ, свет, воду, сразу начинает звонить со всех точек села. И они обращаются и как в администрацию села, также и в правительство, и на телевидении, и в МЧС.
Мы буквально 5-10 минут не можем вот без этого продукта обходиться, но почему-то платить за него мы не хотим. По данным газовой компании, в селе больше 2700 потребителей. За газ из этого числа платит только порядка 700 абонентов. Проще говоря, в списке неплательщиков больше 90% потребителей. Неудивительно, что это самые низкие показатели по всей республике. Такая картина сложилась разве что только в Сурхахи. На то, чтобы оплатить долги за газ, жителям дается ровно 20 дней. Кстати, отчет уже пошел. Уведомление о возможном отключении им направляют поадресно. Если за это время ситуация в селе в корне не поменяется, газовики обещают прибегнуть к крайним мерам. Жителей просят не доводить до этого. И если не весь долг сразу, то постараться погасить хотя бы часть по мере возможности. Тем более, что в газовой компании готовы в этом вопросе пойти им навстречу. 15 тысяч, 5 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч долга уже надбой. Масняк, дердик, 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 ваш, дердик, сандина, дердик, сандета, дердик, 15 тысяч долги или нагадсан, хотя бы, дали 10 тысяч, дали реструктуризация задолженности, я сделал специальное соглашение. Это заключать, чтобы вас не отключали, не подавали в суд. Ничуть не лучше в селе и ситуация со светом. Долг за последний год перевалил за 54 миллиона. Хотя за март платежи составили около 30%. Такие данные приводит начальник Магасского отделения МРСК, призывая жителей не доводить до судебных разбирательств. Иски готовятся, подаются в суд. До подачи исков в суд было бы хорошо, если они оплачивали бы. Жители с этих неплательщиков взимается опять процент. И приходится платить пени, штрафы. Хаджимурат Альдиев не устает удивляться цифрам, которые приводит на встречи. Сам старается каждый месяц оплачивать счета. Ведь накопив большую сумму, сделать это становится намного труднее. Лучше всего, по его мнению, установить счетчики и быть уверенным, что платишь только за потребленный ресурс. Мало того, что не платят, так многие даже своими льготами не интересуются, отмечает на встрече. А ведь большинство абонентов подпадает под эту категорию. Я вхожу в эту категорию льготы, так как я мать 5 детей. Там 5 и более детей, это считается как бы многодетная семья. Да? 30% государство тебе помогает, субсидирует. Вот. Это хорошо, конечно. Проблема с низкой платежеспособностью жителей не раз поднималась и главой региона. Юнусбек Евкуров поставил вопрос ребром. Если ситуация в селах Икажево и Сурхахи в ближайшее время не изменится в корне, местных глав освободят от занимаемых должностей. Хазида Брива, Рахман Цуров, Новости 24. Сход граждан также прошел сегодня в Магасе. Жалобы и просьбы жителей города прозвучали в столичной администрации. В числе самых актуальных вопросов благоустройство придворовых территорий и оплата коммунальных услуг. Немало обращений в адрес городоначальника прозвучало и на тему доступности образования. Местные жители сетуют на то, что не могут определить своих детей в гимназию или лицей города Магас. Наши дети в приоритете находятся перед другими. Почему? Потому что они привязаны к этой школе. То есть при рассмотрении заявлений руководители школ должны именно обращать на это внимание. Старшая дочь у меня ходит в эту школу, в 3 классе учится. Моего ребенка тоже отказываются брать в эту школу. Но я не знаю, решите как-то этот вопрос, потому что мы настолько переживаем. Это бессонные ночи на ровном месте. Я не думала, что вообще может возникнуть все проблемы отдать ребенка в школу, которая находится в 2 минутах от нашего дома.
столичных школах в настоящее время учатся дети из других городов республики, поэтому и устроить ребенка в образовательное учреждение, находящееся в шаговой доступности, нет возможности. Эту проблему местные власти обещают решить, разбираясь в каждом случае индивидуально. Еще одна жалоба прозвучала от жителя многоквартирного дома, крыша которого протекает уже несколько недель. Капитальный ремонт здания по плану проведут не раньше 2030 года. Что мы и собираемся сделать, не то что попросить, а настаивать, чтобы, во-первых, они снизили в рамках закона. Закон позволяет устанавливать лимиты вот этого взноса, скажем так, за капремонт. Вот будем настаивать, чтобы они снизили до минимума. Когда они деньги собирают, чтобы они повторные счета не выставляли за одни и те же, скажем так, услуги или и так далее. То есть это дублирование этих счетов тоже происходит, а здесь столкнуться, это есть. Ну и во-вторых, чтобы они как-то вот эти сроки, а закон им это разрешает, чтобы сократили вот эти сроки. Пора сажать деревья. Так решили сотрудники комитета лесного хозяйства и приступили к озеленению Сунжинского хребта. Работы здесь начали неделю назад. Кроме того, что деревья очищают воздух, они укрепляют почву. О весенних работах и их пользе расскажет Дана Плиева. Через несколько лет из этого тонкого сеянца вырастет величественное дерево породы ясень, под которым можно будет укрыться от палящего зноя или проливного дождя. К слову, побеги даст не только это маленькое деревце. Уже неделю на склонах Сунжинского хребта идет посадка сеянцев. Комитетом Республики Ингушетия по лесному хозяйству проводится работа по посадке лесных культур в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству леса. В данный момент мы находимся на Сунжинском хребте. Это Галышкинское участковое лесничество, квартал номер 3, выдел 2. Здесь проходит посадка лесной культуры. Это порода ясень на площади 54 гектара. В общем, мы планируем посадить около свыше 100 тысяч штук сеянцев. Кроме того, что эти сеянцы в скором времени украсят зеленой листвой голые холмы, они еще принесут огромную пользу. Из-за постоянных ветров здесь происходит выветривание почвы. Будущие деревья защитят ее от эрозии. А при опасности обрушения селевых потоков их корни удержат почву. По этой причине уже 4-й год подряд Комитет лесного хозяйства занимается облесением холма. За все время здесь успели засадить уже 300 гектаров. Сеянцы завозят из Кабардино-Балкарии. Сажают их сотрудники Сунжинского лесного пожарного центра. Руководит этой работой Аббас Зейтов. Чтобы оно лучше прижилось, его как мы закапываем, плотно утрамбуем, чтобы воздух туда не поступал. Когда воздух туда поступает, он быстро высыхает, и почва сушится быстро. Если почва быстро высохнет, значит дерево не приживется. Для этого мы его притаптываем, уплотняем грунт. Помогают в работе не только взрослые, но и дети. Вместе с одним из работников Аббасом Исраиловым сажает деревья и его сын Ибрагим. Мальчик здесь впервые, но как настоящий работник наравне со всеми выполняет полезную и, как оказалось, любимую работу. Отец ребенка признается, сын очень привязан к деревьям и часто ухаживает за ними дома. К тому же он считает, что приучать детей к труду надо с детства. Научиться жить, как люди живут. Работает. И работать надо. Если не работает, то ничего не бывает. Кроме сеянцев, на склонах холма собираются посадить и саженцы. В отличие от сеянцев, которым нет больше года, этим деревьям уже 3 или 4. Кроме породы ясень, среди них также есть клен и граб. После того, как выберут место их посадки, саженцы кладут в специально откопанную яму. Мачаюги определили должности, всегда есть ясно как пятки. Так, сейчас отчетку. Ачиевки, выхлях отоздой. Корневая система ёклгёч. Лят ачизи хи отдот. Так, сразу ерегиш дамучец. Так, потихоньку намел и чхан изяч вот да. Ерек хаица янч вот я сынок анислу. В планах Комитета лесного хозяйства засадить не только Сунжинский хребет, но и соседний – Терский. К тому же, кроме посадки деревьев, комитет организовывает и другие мероприятия по озеленению республики. В этом году только здесь мы планируем проводить эту посадку, но также у нас будет проходить акция, всероссийская акция «Посади дерево». Мы планируем небольшие участки в лесничествах провести посадки, это до 2-3 гектаров. И также центральное мероприятие мы планируем провести в городе Малгобеке.
мы планируем согласовать с мэром Малгобека о проведении там центрального мероприятия. То есть с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, приурочено к Дню Победы на 9 мая. Мы проведем в апреле, но приурочим это к Дню Победы мероприятие. Комитет лесного хозяйства собирается закончить посадку деревьев до конца апреля. И через несколько лет на этих холмах вырастут множество деревьев, тем самым делая воздух чище, а место краше. Дана Плеева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сейчас короткая реклама, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Пенсия вырастет на 3%. С 1 апреля в стране планируется очередная индексация социальных пенсий. Их танец «Душа народа». Ансамбль «Магаз» готовится к гастролям по Краснодарскому краю. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Юнусбек Евкуров поручил Кабинету министров усилить работу по увеличению доходов бюджета республики и повысить контроль за налоговыми поступлениями. Также в рамках поручения сформирована межведомственная комиссия по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения. В их задачу входит принятие мер по выявлению фактов незаконной трудовой деятельности и выведению из тени тех работников, чьи трудовые отношения с работодателем выходят за рамки закона. В 2017 году в консолидированный бюджет России были перечислены налоговые платежи в размере 4 миллиардов 600 миллионов рублей, из которых в территориальный бюджет поступило более 4 миллиардов. С 1 апреля увеличится социальная пенсия. Индексация будет произведена с учетом темпов роста прожиточного минимума. На эти цели будет направлено 10 миллиардов рублей. Изменения коснутся почти 4 миллионов человек. Все подробности у Ирины Тичоевой. Постановление, которое предусматривает индексацию социальных пенсий с 1 апреля текущего года, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Пенсии по государственному обеспечению вырастут на 2,9%. В денежном эквиваленте прибавка составит в среднем 175 и 495 рублей. Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек. Кроме того, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров. В Пенсионном фонде Ингушетии информируют пенсионеров названной категории. Индексация пенсий будет проводиться в беззаявительном порядке. Социальные пенсии – это пенсии по инвалидности 1, 2, 3 группы, получатели которых не работали, и пенсии по потере кормильца. В республике такие пенсии получают порядка 26 тысяч человек. Повышение пенсии ожидают военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиации и нетрудоспособные члены семей погибших военнослужащих и чернобыльцев. Пенсии по инвалидности 1, 2, 3 группы тем гражданам, которые не имеют стажа работы. И входят туда еще и пенсии по потере кормильца, умершие кормильцы, которых не работали. Напомню, социальная пенсия также назначается круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам. Индексация пенсии проводится ежегодно, при этом учитываются темпы роста прожиточного минимума за предыдущий год. Ирина Тичоева, Сурхо Кусиев, Новости 24.
Итоги деятельности за 2017 год подвели на коллегии Минстроя Республики. С докладом выступил министр строительства Рашид Цуров. Всего за прошедший год в эксплуатацию были введены 11 школ, 2 дошкольных и 2 многопрофильных образовательных учреждения, 2 объекта инженерной инфраструктуры, 1 объект здравоохранения, 5 домов культуры и 25 жилых домов. Открытие этих объектов позволило сократить количество школ с трехсменным режимом работы, создать 1217 новых рабочих мест. Также в прошлом году было разработано более 20 проектных предложений по улучшению внешнего вида существующих зданий. Кроме того, обсудили и задачи на текущий год. В этом году у нас планируется 10 детских садов, 6 из них вводные, 4 переходящих и 9 школ. Это тоже одни из самых больших показателей на этот год по сравнению с предыдущими годами. Стратегические задачи, стоящие перед Министерством строительства, архитектуры, жилищно-коммунального строительства, повышение качества строительства и снижение сроков строительства за счет применения инновационных строительных материалов и технологий производства работ. Формирование фонда арендного жилья эконом-класса и стимулирование строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После ввода этих объектов в эксплуатацию планируется создать 1398 рабочих мест, 3692 ученических и 2390 мест в дошкольных учреждениях. Также в рамках заседания состоялось награждение лучших сотрудников подрядных организаций. Ингушетия готовится к сезону паводков. Сегодня в Сундже прошли теоретические учения с участием всех служб и структур, отвечающих за безопасность населения в случае чрезвычайной ситуации. В связи с интенсивным выпадением осадков уровень реки Сунджа превысил опасную отметку. В зону потопления попали 520 домов из 8 центральных улиц. Пострадали 1600 человек, из них 620 детей, а также повреждены линии электропередачи газопровода. Такова легенда прошедших тактических учений в Сундже, главная цель которых – проверить готовность звена территориальной подсистемы РСЧС Сунджинского района по защите населения при угрозе чрезвычайной ситуации. Пока это только теоретические учения. Насколько эффективно работает оперативный штаб и группа ликвидации аварийных ситуаций, будет ясно уже 17 апреля, когда и пройдет практическая часть учений. Будет очистка русел рек, и, соответственно, все службы будут на месте. Практическая отработка действий сил при ликвидации чрезвычайной ситуации связана с паводками. Но паводки, это мы все знаем, Сунджа – это проблемный вопрос. Город Сунджа находится крайне от республики. Здесь река Сунджа набирает максимальную свою. Поэтому, в связи с тем, что раньше были проведены работы берегоукрепительные, река не вышла у нас за последние несколько лет, потоплений таких не было. Но если бы не были, конечно, проведены эти работы, то угроза есть. Угроза и сейчас существует, поэтому готовимся как. Детская футбольная лига объявила о старте всероссийской викторины «Путешествие с мячом», приуроченной к предстоящему чемпионату мира по футболу, который совсем скоро примет наша страна. Викторина, которую организовал Российский футбольный союз, пройдет в 3 этапа. Участники должны дать правильные ответы на вопросы, связанные с футболом. На первом этапе ответы принимаются до 28 марта, на втором этапе с 28 марта по 3 апреля, на третьем с 3 по 9 апреля. Главный приз для победителя – путешествие в Москву. В поощрительном фонде мячи и футболки сборной России с автографами ее игроков. Памятные награды от Русского географического общества. Все участники викторины, ответившие правильно на вопросы, получат от оргкомитета дипломы знатоков футбола. Ингушские спортсмены достойно представили республику и завоевали 16 медалей различного достоинства на первенстве России по самбо, которое проходило в Ставропольском крае. Их победа – это еще одно доказательство, что упорный труд и тренировки приводят к успеху. О том, как чествовали победителей на родине, в материале Хади Бекбузаровой. С минуты молчания начинается утро Фоки Карабулака. После трагедии, произошедшей в Кемерово, невозможно радоваться победе. Потому и чествовать призеров турнира по самбо, который проходил в Железноводске, решили скромно. 150 юных спортсменов из республик СКФО, а также Ставропольского края в минувшие выходные соревновались за право представлять Северокавказский федеральный округ на первенстве России. Наши ребята завоевали 16 медалей, став таким образом фаворитами чемпионата. 3 место занял. Молодец, Азам. Надо еще побольше трудиться, чтобы первые места у нас были.
Халас, так держать. Я считаю, что это хороший результат для начинающих юношей. Ребят, сейчас они для дополнительно на СКФО, это турнир был дополнительная проверка для ребят. В списке спортсменов, которых награждали, и Мухаммед Султыгов. Мальчик еще с раннего детства планировал связать свою жизнь со спортом. Посещать тренировки начал еще 4 года назад. И за это время показал неплохие результаты. Ему всего 10 лет, но он активно принимает участие во многих турнирах. И для него это уже 21-е по счету награждение. А золотая медаль далеко не первая. Выступал Мухаммед в весовой категории до 35 килограмм. Спортсмен признается, что этот турнир ему дался непросто. Первой схватке со мной боролся тот же ингуш. Я ему сделал 4 балла, и время ушло, я выиграл. В второй схватке со мной боролся осетин. Я ему сделал 4 балла и удержание, и занял первое место. Еще одну золотую медаль привез из Железноводска Дзайтамин Зангиев, который выступал в весовой категории 54 килограмма. До соревнования тренировался недели 2-3, готовился к соревнованию. Я боролся 4 схватки. Самая тяжелая была 3-я схватка за выход в финал. Неудивительно, что ребята показали такие высокие результаты. В республике делается большой акцент на спорт, и в ФОКе для юных спортсменов созданы все необходимые условия для тренировок. Именно здесь взрастили таких чемпионов, как Алихан Цичев и Исмаил Чесыгов. И призер России по боксу у нас есть в данное время, вот в этом году. Чемпионы и призеры России по каратэ-до есть, по арт-спорту чемпионы мира есть, чемпионы России есть в этом зале. Несмотря на победу, у ребят нет времени расслабляться. Впереди их ждет много работы, новых турниров и ярких побед. Хэди Бекбузарова, Маирбек Миржоев, Новости 24. Своим танцем они показывают всю красоту и величие народа. Коллектив ансамбля «Амагас» готовится к предстоящему гастрольному туру по Краснодарскому краю, который стартует уже завтра. Этому предшествовал долгий репетиционный процесс, и в итоге зрители увидят 6 номеров в исполнении ингушских танцоров. Репортаж Хади Добриевой. Движение рук, легкий степенный шаг. Солистки словно лебеди выплывают в центр зала. Каждый элемент девичьего танца будто рассказывает, кто она, настоящая горянка. Для солистки Хэди Мальсаговой это один из любимых танцев. В свою программу ансамбль его включил почти год назад. Этот танец танцуем мы уже давно, но каждую репетицию мы не считаем ее лишней, потому что она идет нам во благо. То есть мы оттачиваем каждый раз все перед гастролями. Если девушки в своем танце демонстрируют главным образом кроткий нрав и скромность горянки, то парни показывают мужской характер. Этот танец так и называется – горский характер. За быстрыми движениями даже не успеваешь проследить. В программе выступлений у парней 2 сольных танца, второй – ингушский перепляс. Это чисто мужской танец. Все состоит из грубых сложных движений, характерных. Мы немного меняем свою программу, улучшаем, добавляем что-то новое, что-то более ингушское. Атмосфера в зале прямо как перед экзаменом. Впрочем, это и не удивительно. Совсем скоро ансамбль должен выступить в Краснодарском крае. Им предстоит выйти не на одну сцену. Выступление творческого коллектива ждут в нескольких станицах края. Поэтому от зоркого взгляда художественного руководителя не ускользает ни один неверный шаг или движение. Главное для ансамбля не просто красиво станцевать, а в первую очередь показать культуру и обычаи народа. У нас есть, конечно, и медленные танцы есть. Ну, как бы наши землякам, они с нетерпением, наверное, ждут зажигательные танцы. И поэтому специально мы для них подготовили такую программу. И надеюсь, что им понравится. У нас как раз называется танец «Горский характер». И вот этим характером мы хотим вот выдать все наши силы и показать то, что как танцуют настоящие ингуши, настоящие джигиты. Помимо сольного, в гастрольную программу включили и совместные номера солистов, ингушский праздничный танец, ритмы гор, а еще выступления с барабанами. Не успевают стихнуть национальные мотивы в репетиционном зале, как в соседнем начинается концерт. И кажевские школьники, воспитанники Дома культуры, подводят итоги работы за год. Для зрителей подготовили театральные постановки и музыкальные номера. К
такому важному выступлению ребята готовились за месяц. Назранский районный ДК в этом году в списке первый, где проводят годовой отчетный концерт. Такие выступления запланированы во всех республиканских домах культуры. Хадза Добрива, Мэрбек Миржоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.